Сейчас наш гид немного расскажет о себе. Алексей Дудашвили меня зовут. Я исследователь, геолог, может быть, эксперт по пещерам. Вот, сейчас занимаюсь проектом ПРООН с целью развития туризма, научного туризма, проектом охраны природы. Город Малисай – уникальный город, как такой техногенный геопарк, где представлены оползни, хвостохранилища, чрезвычайные ситуации различные. Город выдерживается благодаря пока усилиям руководства завода Электролампового, который по-прежнему работает, градообразующее предприятие. А так, конечно, город Малисай — это уникальный город, связан с историей вообще Советского Союза, где был добыт первый советский, один из первых советских радий, и были радиоактивные шахты, где работали политические, военнопленные немецкие, и оттуда была сделана, собственно, первая атомная бомба Советского Союза. Это был сталинский проект. Вот. Поэтому с Малисаем связана очень такая насыщенная история, и забывать об этом нельзя. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот мили год, мили друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега давнего прошлого ветер весенний ночной принесет тебе вздох от меня. Ты погляди, ты погляди. Полночь забвения на поздней окраине жизни твоей. Ты погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния. Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного образа, будто случайно? Примет ли облик безвестного образа, будто случайно? Это не сон, это не сон, это вся правда моя, это истина. Находимся в пригороде города Малисай, Сарыбия, в простонародье Сербия. Вот местный дом культуры. Когда-то здесь были такие концерты, народ жил, гулял. Это были советские времена, черный ящик, московское обеспечение. Город Малисой — это город легендарный, город атомного проекта Сталина, где был добыт первый советский радий, и был извлечен уран для первой атомной советской бомбы. Народ здесь жил и думал, что все таки будет. Но сейчас город запустения, вот развалины, целые пятиэтажки стоят. Одна из школ города Малису находится в местечке Сарыбия. Такие типовые проекты 40-х годов. Сталинский ампир, большие помещения, высокие потолки. Классика архитектуры того времени, как раз таки послевоенного. Очень крепкие каменные здания. Школа действующая, работает. Вот это здание построено немецкими военнопленными, шедевр немецкой архитектуры.
Версальская ТЭЦ. Архитектурный шедевр. Строили немецкие инженера, которые служили в Третьем рейхе. В 1949 году военнопленные. ТЭЦ предназначалась для отопления города и сначала рудника, а потом уже для заводов Изолит и Электролампова. К сожалению, разрушена ТЭЦ. Уникальный такой туристический объект. А вот это обратная сторона этого ТЭЦ. Материал, который здесь использовался, кирпич для строительства, делали с местного сырья, также топили здесь, добывали нефть, с него делали мазут. Все было местное. Смерть побеждающий вечный закон, это любовь моя, это любовь моя, это любовь моя. Здесь вот надо студентов вводить, как нужно строить. Вот, поскольку немецкие технологии, вводить геологов, историков, строителей. Здание ТЭЦ во времена Бакиева было разрушено половину. Местные жители отстояли это здание как история города, как символ той эпохи сталинской. Давайте войдем вовнутрь и немножко прогуляемся по его цехам. Здесь остались остовы станков, даже часть станков некоторые остались. Вот они, трубы, еще в земле вентиля, как символ старой советской эпохи. Очень удивительно увидеть здесь, среди останков этих, увидеть коров, которые прячутся здесь в теньке от изнуряющей жары. Вообще невероятно все это. Чтобы конструкция стояла. Как бы вот за счет гравитации вот такие высокие. Обеспечивает устойчивость этой конструкции. Мы говорим про вот эти вот такие конструкции, так сказать, чудо немецкой инженерной мысли. Здесь стали агрегаты, вот эти печи у них, на вот этих железные котлы. Восприниматься несколько, конечно, удручающе, но очень интересно с исторической точки зрения. Все сильно напоминает зону из культового фильма Тарковского «Сталкер». Это места, где стояли какие-то агрегаты, явно. Порвавшаяся труба с ТЭЦ. Хвостохранилище 29 в городе Малисай. Здесь отходы, свозившиеся с Восточной Европы, с Чехии, с Германии, с Польши, отовсюду. Сейчас оно уже реабилитировано немножко. Так здесь в газопластичном состоянии хвосты хранятся с шахт Малисая и Европы. А вот это река Малису. Которая потенциально может быть опасной в результате схода селей. Вот это занесенная оползнем шахта, или вход в шахту точнее. Оползни здесь очень частое явление в результате обильных осадков. Внизу шумит река.
Река Майлису. Выше города Майлисая. Справа оползень, который может перекрыть реку Майлисай. Такое уже случилось несколько лет назад, когда оползень перекрыл реку и затопил, образовалось озеро и смыло нижние цеха завода Изолит. А вот здесь на горе находятся следы динозавров. Сейчас мы попытаемся туда попасть. В этом месте и находятся окаменелые следы динозавров. Это наши научные сотрудники. Сам Алексей занимается измерением и описыванием следов динозавров. По всей видимости, это был один из видов теропода. Небольшой динозавр. Как он сказал, это единственные следы в Средней Азии. Что это тоже полезит? Это мел, мезозой. Плата с отпечатками динозавров. Следов динозавров. Следов динозавров. Вот 9 следов. Четкий шаг на одинаковом расстоянии. Следы неявно выраженные, конечно, но это отпечатки позднемеловых или раннепалеогеновых рептилий в городе Майлисае. Вот. Сейчас мы их опишем, эти следы, нарисуем. Это единственные в Тяньшане отпечатки следов динозавров. Вот это верховье ущелья Майлисай, или Майлису, что одно и то же. Внизу теперь вот это Сарыбе, так называемая Сербия, о которой Алексей говорил нам перед этим. Также внизу прекрасно сейчас видно здание ТЭЦа, которое было построено немецкими военнопленными, в котором мы до этого немного попутешествовали. Теперь вот это все ущелье Майлисай. Видны селеопасные или оползнеопасные склоны, и виден оползень. Вот это вниз вид на ущелье Майлисай, и там вдалеке виден город сам Майлисай. Город Майлисай сверху, так называемая панорама его, брошенный Советским Союзом, оставленный. Там так называемая плата динозавров, где мы были недавно.